А просто отвязаться, да, отцом? Лейла Тутаева – одна из многих, кто пришел сегодня в МФЦ, чтобы узнать у специалистов насчет самой нашумевшей темы в регионе – сборе и передаче биометрических данных. Как это отразится на ее пенсии и смогут ли в действительности мошенники воспользоваться ее деньгами. Бабушка признается, от потока разнообразной информации она, как человек, который очень слабо разбирается в современных технологиях, уже запуталась. Фохот должен цена тому больше пенсионеры, что больше наха, ущемление, ущерб памхугилш хамдизе. Так пенсионные ехижи саханс. Сики заявление дошли от дёр сабатом открыто дёрха. А за срос дали открыто да. В МФЦ после появления в интернете вирусных аудио и видеообращений не протолкнуться. Практически каждый второй пришел узнать более подробнее о новой единой биометрической системе. В интернете блогеры и псевдоспециалисты в один голос призывают до 1 сентября обратиться в многофункциональные центры и написать отказ от сбора и размещения биометрических данных в единую базу. Причем отмечают, что если этого не сделать, то с их банковских счетов начнут списывать деньги, и мошенники смогут завладеть важной информацией. Герман Греф радуется, что более 90 миллионов персональных данных и биометрических данных они успели собрать на людей. Как они будут ими распоряжаться, один Бог знает, что они будут с этими данными делать. В общем, тут по воле каждого. Если вы не хотите, чтобы ваши данные попали к ним, в эту единую систему, у вас до 1 сентября есть время. На самом же деле процедура переноса проходит в рамках нового закона о биометрических данных. Вся информация, которая находится у банков и других организаций, должна перейти под контроль и защиту государства. Биометрия или система распознания людей по физическим или поведенческим чертам, к которым относятся фото лица и роговицы глаза, отпечатки пальцев, образец голоса, используется уже несколько лет. До последнего времени свои хранилища биометрических данных имели МВД, миграционная служба, банки и даже некоторые крупные магазины. Специалисты отмечают, что опасаться нечего. При этом ярым скептикам, которые пренебрежительно относятся к новым информационным технологиям, можно в любой момент написать отказ о передаче своих данных в единую базу. А также при необходимости эта информация может быть удалена полностью. Ту информацию, которая у нас распространяется в социальных сетях, что заявление нужно подать до 1 сентября, вот эта информация она не соответствует действительности. Почему? Потому что установлено какие-либо ограничения по срокам подачи данного заявления не установлено законодательством. Каждый гражданин может подать данное заявление в любое удобное для него время, в любой ближайший отдел МФЦ. Граждане еще сталкиваются с вопросом при подаче данного заявления, что необходимо. Необходимый паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Биометрические данные и так берутся при оформлении заграничного паспорта нового образца банками для упрощения снятия или внесения на счет денег без пластиковых карт. Формально все эти данные просто переносят в единую базу. По сути, новшества призваны упростить жизнь граждан. И здесь все данные, они будут использоваться, их храниться и обрабатываться только внутри этой системы. Это говорит о том, что это безопасно, что оттуда эти данные никуда не утекут, никто их не украдет. Что касается коммерческих структур, то они, имея определенные договоры с единой биометрической системой, оформив правильно запрос, они могут получить оттуда информацию. Но они получают ее не в изначальном виде, а получают ее в засекреченном формате. Это еще один пункт, который говорит нам, что безопасность обеспечена на высоком уровне. Поэтому данные наших людей, биометрические данные, они никуда не утекут.
При отказе от переноса биометрии данные загранпаспорта не аннулируют, и это не будет мешать получению нового. Сама процедура подачи заявления против переноса информации в единую систему очень простая. В МФЦ можно подать может быть, отказ от сбора размещения биометрических персональных данных, а МФЦ не располагает информацией о цифровом рубле, цифровом портфеле, голограмме и способах отказа от них. Жителям Ингушетии совершенно не стоит опасаться об утечке своих данных. По словам специалистов, все эти меры предприняты для того, чтобы обезопасить персональные данные граждан. Более того, появится возможность оформлять финансовые и госуслуги, электронную подпись и оплачивать покупки с помощью биометрии. Зелимхан Калоев, Сулейман Костоев, Новости 24.